В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Региональная экономика, финансы и местное самоуправление. Стартовал второй модуль кадровой программы «Якутия. Земля героев». В поселке Уснера завершаются масштабные восстановительные работы в местном краеведческом музее. В августе этого года здание серьезно пострадало от паводка. Чудеса человеческой ловкости, гутоперчивые воздушные гимнасты, даже тигры. В якутской северной столице с гастролями прибыл цирк Моретти. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще в 8 субъектах страны. Относительно остальных регионов следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при правительстве страны Натальи Канцевой. 11 регионов имеют аномально высокие показатели. Это Москва, Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская, Тюменская области, Республика Саха, Ханты-Мансийский, Малоненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Согласно данным, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входит 35 регионов. Среди них, например, Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Коми. За навигацию текущего года в республике на водных объектах зарегистрировали 45 правонарушений, в 40 из них погибли люди. Для уменьшения количества нарушений инспекторы центра ГИМС проводят профилактические рейды по всей республике. Например, в акватории Якутска заметна динамика по снижению количества противоправных действий. Судоводители используют спасательные жилеты и предоставляют все необходимые документы. Инспектора центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия проводят профилактические мероприятия, регулярно рейды, надзор за правильным пользованием поднадзорными судами. При остановке судна инспектор запрашивает документы. Это удостоверение на право управления маломерным судном и также должен иметь судовой билет на данное маломерное судно. В Хангаласском районе начался этап очного обучения по программе подготовки кадров «Якутия. Земля героев». Так стартовал второй модуль обучения по программе «Время героев». Цель программы – поддержать защитников Родины, развить у них необходимые жизненные навыки и лидерские качества. 25 участников СВО в течение 2 недель будут осваивать навыки управления и эффективного руководства. Будут в том числе приглашены руководители органов власти и главы муниципальных образований, которые поделятся своим опытом и рекомендациями. Завершив обучение, выпускники получат возможность трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти. В содержании программы учитывали и архитектура программы, да, то есть начиная с регионального уровня, потом муниципальный уровень, и после каждого очного модуля у них идет стажировка. Сначала в министерствах, да, после первого, после второго это муниципалитет и так далее. Поэтому мы полностью все уровни управления в рамках программы участники должны освоить. В поселке Уснера завершаются масштабные восстановительные работы в местном краеведческом музее. В августе этого года здание серьезно пострадало от сильного дождевого паводка. Стихия повредила деревянные конструкции музея, полы, стены и мебель. К счастью, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ни один экспонат не был утрачен. Ремонтные работы производились силами самих работников музея, неравнодушными жителями поселка и приезжавшими на помощь волонтерами. И самая большая работа проведена у нас в Балагане. Люди, которые приехали сюда и помогали нам это строить, это все работники культуры, то есть музейные работники и работники Национальной библиотеки города Якутска. То есть они отозвались, приехали сюда работать. Доска, которая здесь есть, линолеум, да, которая сейчас уже лежит здесь у нас в музее, это было все предоставлено Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Сейчас тут идет исключительно генеральная уборка, но и с завтрашнего дня я уже планирую открыть свои двери для посетителей. Строящееся здание нового лечебного корпуса в селе Намцы планирует вести к концу этого года. Объект строится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». К началу строительства приступили еще в 2023-м. На сегодняшний день готовность объекта превышает 70%. В строящемся здании трудятся около 80 человек. Лечебный корпус трехэтажный, рассчитан на 50 мест. По сведениям подрядчика, завершающиеся работы по фасаду, крыше и основные силы переброшены на внутреннюю отделку.
Здесь будут располагаться терапия, хирургия, акушерско-гинекологическое, реанимационное отделение, а также скорая медицинская помощь с приемным покоем и диагностический блок. Это позволит повысить комфорт и качество жизни населения. В данный момент мы находимся в отделенном здании, и у нас на этаже будет прямой доступ к реанимации. Терапевтический профиль очень нуждается в консультациях реаниматолога. У нас частые переводы в реанимационное отделение. И хорошо, что мы находимся на одном этаже. Это сократит значительно время. Мы ожидаем поступления нового оборудования, такого как рентген на 3 рабочих места с рентгенскопией, также УЗИ-аппараты. Один из них будет аппаратом экспертного класса, второй из них высокого класса, который облегчит и улучшит диагностические наши процедуры. В селе Тайонары Хангаласского района появился новый фельдшерский пункт. Строительство профинансировала районная больница. Долгое время медицинская помощь в селе оказывалась в скромных условиях. Фельдшерский пункт размещался в небольшом деревянном здании площадью 25 квадратных метров. Новый благоустроенный пункт составляет 76 квадратных метров. Предусмотрено все для комфорта и эффективной работы. Просторный кабинет приема, процедурная, санузел и техническое помещение. Зона ожидания – аптечный пункт. В селе проживают около сотни человек. Открытие такого объекта – гарантия доступной и качественной медпомощи. Но в маленьком селе работать удобно. Я местная, поэтому знаю здесь всех, кто чем болеет, кто чем страдает. Вот, поэтому контролировать хорошо. И когда звонишь, приходи на диспансеризацию, они приходят, не отказываются. Вот, поэтому удобно. Ага, у нас еще с прошлого года начал работать аптечный пункт. ЦРБ договорилась с фармбазой, и сейчас вот мы заказываем, заявку подаем и получаем оттуда лекарства, ну, в основном, которые необходимые. В Черопчинском районе в семейном МФЦ открылся лагерь долголетия «Селис». Всего лагерь для пожилых людей охватывает 10 неработающих пенсионеров. В течение 10 дней они проводят различные занятия по специальной программе. Например, участники лагеря занимаются оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, ну а в культурной программе поют песни разных времен, вышивают изделия из бисера, ну а между тем на днях и вовсе побывали в красивой местности Кыстык-Кугда на берегу реки Амга. Этот проект разработан администрацией нашего улуса. Конкурс объявил наше Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. И этот проект, который разработал наш улус, победил и финансируется с Министерства труда. Цель нашего лагеря – это повышение социальной активности и активное, но здоровое долголетие. В Верхневилюйске отметили столетие Анисима Прокопьева, основателя Музея истории и этнографии. Это выдающийся человек, чья жизнь стала олицетворением служения Родине. Ветеран Великой Отечественной, инструктор снайперской школы, талантливый художник и скульптор. Он является соавтором символа Верхневилюйского района и монумента Хатун-Балу. После торжественного собрания презентовали и бюст Анисима Прокопьева. Скульптором стал его внук Николай Чечасов. Является соавтором символа нашего улуса Хотун-Бюлю. И по профессии он был медицинским работником, по призванию краевед, идейный вдохновитель. И более 10 лет Анисим Григорьевич был бессменным руководителем душой Верхневилюйского музея истории и этнографии, вложив в него создание и развитие всю свою энергию и любовь к родному краю. В Покровском филиале Айтын в Горном районе в этом учебном году открыли новое направление по специальности «Туризм». В районе провели опрос с целью выявления необходимой в настоящее время специальности. По итогам опроса установили, молодежь хочет развивать туризм, желает работать в этой нише. Так как в последние годы туризм является развивающейся отраслью в сельской местности, студенты будут учиться по очной форме обучения. Срок – год и 10 месяцев с предоставлением общежития, академической и социальной стипендии. В этом году помимо 2 специальностей в нашем отделении открылось отделение туризм и гостеприимство. По окончанию они получают диплом специалиста
по туризму и гостеприимству. Помимо этого, они получают 2 рабочие профессии. Это портье, администратирование отелей и цифровой гид. Чудеса человеческой ловкости, гутоперчивые воздушные гимнасты и даже тигры. В якутской северной столице с гастролями прибыл цирк Моретти. Чем шоу «Однажды в сказке» удивит якутского зрителя, знает Ржена Гармаева. 2 часа грандиозного зрелища. Развлечений здесь на любой вкус и цвет. Ловкие эквилибристы крутят десяток обручей и балансируют на моноцикле. Легко над самым куполом парят гимнасты. И, конечно, какой цирк без иллюзионистов и клоуна. И все это в сопровождении светового шоу и роскошных костюмов, что заставит любого посетителя поверить в сказку наяву. Как мне кажется, все-таки цирк, он для чего? Чтобы детям подарить сказку, праздник, волшебство. А взрослых, как раз-таки, все-таки взрослых у нас очень много в зале. Даже большинство взрослых у нас. Чтобы взрослые смогли окунуться вот хоть на миг, хоть на эти 3 часа, вот в детство вернуться обратно. На арене неожиданные гости для наших холодных земель. Попугаи, тигры и сам царь зверей. У дрессировщика и представителей африканской фауны весьма нежные отношения. Не обошлось даже без поцелуев. Смельчак, заключающий экзотических кошек в свои объятия, дрессировщик Ростислав Гаврилев. Животных приручал еще его отец, поэтому для Ростислава с малых лет тигры и львы действительно братья меньшие. Мы с ними живем как одна семья, то есть это неотъемлемая часть моей жизни. Я с самого детства в цирке и в окружении хищных животных всегда был, и поэтому считаю это своей семьей, неотъемлемой частью. У нас такие дружеские, скорее, отношения. Конечно, премьерное шоу не могло оставить зрителей равнодушными. Очень хорошо, особенно когда был белый тигр и львы. Восторг. Очень красиво. Восторг. Вообще круто. Особенно понравились тигры и львы, хищники. Еще что-нибудь помимо? Ну, представления, танцы. Ну, все понравилось, короче. Хорошо выступали, благодарность. Тигры. Тигры? Помимо тигров что-нибудь еще понравилось? Фокусы. Цирк Моретти пробудет в нашей столице до 12 октября. Посетить увлекательный аттракцион можно по субботам и воскресеньям. Ржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.